Интересные люди могут в своей жизни интересные дела совершать. Иногда даже вот аранжировку напишешь, так красиво напишешь, она такая замечательная. На хоре пою, а звучит полная фигня. Мне вообще много говорят комплиментов. Когда ты весил 100 килограмм, а потом похудел. Вот, и тебе говорят, ты мог болеть и танцевать. Хочу работать с людьми, которых я люблю и которые меня любят. Здравствуйте, дорогие друзья! Мы хотим познакомить вас с одним интересным человеком. Человек поет, когда ему плохо, всегда поет, когда ему хорошо. А если человек влюбленный, песня, то входит к нему в душу навсегда. Хочу открыть вам небольшой секрет наших артистов. Они все влюблены. И влюблены в свое дело, в свою работу. И, как вы, наверное, заметили, свою работу делают с душой. А помогает им в этом наш сегодняшний гость, заслуженный деятель искусств Татарстана Нияз Рафисович Гараев. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, Нияз Рафисович, у каждого именитого коллектива есть свой сундук золотого фонда. Скажите, вы пользуетесь в своей работе содержимым этого сундука? Конечно же, без этого сундука мы бы на сегодняшний день вообще бы выглядели очень голо. И мне кажется, в этом сундуке самые лучшие нарядные, так уж скажем, да, нарядные песни, нарядный репертуар. Мне кажется, в этом репертуаре заложена вся наша основа. И все, что мы создаем новое, оно всегда с оглядкой на этот наш золотой фонд, на этот сундук. Рано или поздно какие-то песни устают, так скажем, на сцене, им надо дать отдохнуть, они немножечко отдохнут, потом мы их опять вытаскиваем, где-то стряхиваем старую пыль, что-то обновляем немножечко, но песня все равно остается такой же, какой была в первозданном виде. А расскажите, пожалуйста, о своей первой работе. Первая работа в ансамбле, как только я пришел, передо мною поставили задачу создать новые хоровые произведения. Поскольку вот этот сундук просили немножечко прикрыть, сказали, надо немножечко что-то новенькое, и появились новые произведения. Ну, конечно же, тут это были обработки татарских народных песен, ну, самые первые, наверное, вот, которые, как ни странно, вот спустя 20 с лишним лет у нас в свадьбе прозвучало «Озунла Черше», длинное бревно, так называется, произведение, в свадебном обряде оно используется. А я его когда-то вот с него начинал, там была другая обработка, но вот через 20 лет эта же песня, она все равно всплыла в нашем репертуаре, но уже по-другому, в рамках уже вот традиционного обряда свадьбы. Нияз Рафисович Гараев работает в Государственном ансамбле песни и танца Республики Татарстан с 1999 года на должности главного хормейстера. Несомненно, он один из творческих лидеров ансамбля, знающий специфику исполнения народных песен и знаток национального музыкального фольклора. Усилиями Нияза Гараева хоровой группе ансамбля удается сохранять высокий уровень исполнения произведений золотого фонда, созданных такими мастерами, как Ключерев, Музафаров, Абдулин. В 2011 году Ниязу Рафисовичу был присужден грант правительства Республики Татарстан в номинации «Профессионал» для поддержки лучших работников учреждений культуры, искусства и кинематографии. Нияз Рафисович – признанный мастер и известный деятель культуры Татарстана. А скажите, успех – это везение или это работа над собой? Успех бывает успех произведения и бывает успех человека.
Мне кажется, тут всегда, как повезет с одной стороны, выберет тебя песня своим автором, аранжировщиком, или не выберет. Я всегда вот в этом смысле считаю, что это не мы выбираем, какую песню мы будем делать, из какой песни мы сделаем шедевры или там что получится, да, а песня сама ждет того артиста, того исполнителя, и я как аранжировщик, мастер обработки, уже про меня говорят, вот, и чтобы это мастерство как-то вот в песню вложить, песня сама от тебя находит, и иногда даже не знаешь, как это происходит. Иногда ее какой-то отдельный интересный человек приносит. Иногда ты слышишь ее по радио, иногда слушаешь непосредственно от певца-солиста какого-то, иногда просто в книжке увидел. Поэтому тут судьба каждого произведения и его успех во многом зависит от очень многих факторов. Но мне кажется, самое главное, чтобы у песни было созвучное какое-то начало для сегодняшнего дня. Но это прежде всего, наверное, не просто сама песня, а и ее трактовка, ее манера исполнения. Скажем, вот в истории ансамбля было много ярких исполнителей, но каждый певец в своей эпохе, он всегда дает какую-то свою интересную интерпретацию этого произведения. У кого-то грустно, а у кого-то философски, у кого-то более радостно звучит. Своя призма. Да, вот у всех своя призма, скажем, преломление звучания песни через свой голос. И у каждого аранжировщика тоже так же. Видимо, да. А вы можете описать свой характер 5 словами? 5 словами, если описать, наверное, самое первое – искренность. Я должен всегда быть искренним по отношению к себе, к своей работе, к своим коллегам, к своим близким. Не затаивать ничего внутри. Это главное качество, которое, мне кажется, оно очень человечное качество, потому что когда человек искренен, значит, он открыт. Потом самое качество ценное для меня, во всяком случае, это умение прощать, не быть злобливым. То есть, ну, назовем его качеством доброты, сердечности, доброты. Мне этих качеств не всегда хватало, но с житейским опытом ты понимаешь, как они важны прежде всего. Третье качество – это, наверное, устремленность. Если я ставлю себе какую-то цель, я стараюсь добиваться ее. Иногда даже я понимаю, что бывают цели и задачи, которые не сразу решаются, а много времени должно пройти. Четвертое качество – это, наверное, моя любознательность. Вот, мне многое в жизни интересно, то, что даже не связано с моей профессией, там, с моим бытом, а мне интересно то, что интересные люди могут в своей жизни интересные дела совершать и интересные мысли высказывать. Это мне всегда вот любопытно, как это у других получается. И я считаю, что вот это качество, оно очень важно в человеке, в творческом. Ну и, наверное, последнее качество – это, наверное, какая-то усидчивость в моей профессии. Важна, да? Да, потому что есть вещи, которые не получаются сразу. И надо некоторые вещи растянуть, так скажем, удовольствие в кавычках, вот, чтобы добиться то, чем я занимаюсь, чтобы получалось у других людей. А моя работа связана с искусством, с хором ансамбля. А это такой многогранный труд. И мне прежде всего хочется всегда, чтобы со мной работали интересные, яркие и добрые люди, которые разделяют все вот названные мною качества. Хочу работать с людьми, которых я люблю и которые меня любят, которые любят искусство, и я люблю это искусство. И чтобы мы по-разному это проявляем, но для меня важно, чтобы мы в этом направлении каждый шли. Вот такие качества. Да, очень интересно. Скажите, а вы верите в виртуальную дружбу? Виртуальная дружба так очень современно. Виртуально мы иногда даже не понимаем, что означает виртуально. А вот переписываться 100 лет тому назад, это тоже была виртуальная форма дружбы.
Мне кажется, это очень надуманно, виртуальность вот это. Мне кажется, когда люди могут общаться через слово, написанное, это тоже общение. А просто сказанные на картинке в интернете – это не новшество, это всего лишь элемент технологии. Конечно же, люди могут дружить и на расстоянии. И мне кажется, виртуальность, она так, тренд такой, что быть модным, виртуальным. Но мне кажется, это естественно для человека. Иногда вот читаешь каких-нибудь классиков, например, письмо отправили, и через год приходит ответ. Через год ты пишешь, а через год он тебе. И вот тоже виртуальность в некотором смысле, да, но своя интересная тут особенность есть. Но я могу сказать, что я подписан в интернете на некоторые каналы, интересные мне, и я общаюсь с этими авторами этих каналов, сайтов, они отвечают, я им что-то свое высказываю, и мне кажется, это очень интересная форма. Ясир Рафисович, вы счастливый человек? Конечно. Наверное, слово «счастливый» – это так очень относительно. Счастливый, наверное, только дурак, которому все равно, у него нет забот. Для меня главное, чтобы было побольше в человеке моментов счастливых, мгновений. Вот, мне кажется, у меня такие мгновения в жизни были, дай бог, еще будут. Я очень радуюсь, когда у других людей тоже возникают счастливые эти моменты и мгновения. Главное быть радостным, потому что когда человек рад, и мне кажется, счастье как-то вот поближе к нему приходит. Да, интересно. А как вы реагируете на критику? На критику в разном возрасте мы всегда по-разному реагируем. Вот в детском возрасте это один вид критики, конечно, да, когда мы учимся в школе, там, в институте, еще где-то, да. Другой вид критики, когда уже в профессии, когда ты только начинаешь, это третий вид критики. Конечно же, поначалу очень обидно бывает, когда ты много стараешься, а тебя не оценили, как тебе хотелось бы. А потом уже ты понимаешь, что и без критики нельзя. Почему? Потому что критика нужна нам, чтобы не вариться в своих мыслях, в своем казане только. И очень хорошие мои уважаемые мною авторитетные люди мне очень часто говорили очень хорошую критику, и я им благодарен за это. Конструктивная. Иногда бывает даже нехорошая критика, в ней тоже надо найти что-то хорошее для себя, понять, почему такая реакция была у человека. А вот если бы такое чудо случилось, вы встретились с маленьким мальчиком, с самим собой, что бы вы ему сказали, как его напутствовали? Ну, я в детстве был ребенком с большим воображением. Я помню, вот сейчас, если вспомнить, у меня всегда были какие-то игры, связанные вот с каким-то освоением пространства. То я хотел быть продавцом, конфеты продавать, то я хотел быть музыкантом на гармошке играть, то я хотел цветы выращивать, чего я только не хотел. И, в общем-то, я думаю, что вот если бы я себя встретил, я бы сказал, ты все правильно делаешь, молодец, я согласен. Замечательно. А если бы вам запретили заниматься вашей профессией, какую бы новую профессию вы выбрали? У меня много профессий, у меня несколько образований. У меня первое образование – учитель биологии и химии, второе – учитель музыки в школе. Кроме этого, у меня еще есть профессия не только хормейстер, я могу и концертмейстером, пианистом, и аранжировщиком могу работать. А вообще, если имеется в виду поменять профиль, то, мне кажется, меня очень тянуло всегда вот это садоводничество, вот что-то связанное с растениями, с животными. Вот у меня бабушка была замечательная мичуринница, так уж скажем, да. Она очень любила выращивать. Самые красивые цветы у нее были в саду. Самые новые модные сорта смородины, яблони и так далее, это всегда у нее было. И она всегда выращивала самые модные сорта помидор.
Вот и я вместе с ней рос, и я всегда наблюдал, и мне это очень нравилось. И мне кажется, это в моей жизни даже передалось. А дедушка, скажем, у меня был плотником замечательным. А плотник, у меня тоже какая-то любовь есть работать с деревом. Она, кстати, передалась от меня и к моему сыну. Он тоже очень любит что-нибудь построгать. Я даже помню, у него в детстве была специальная дощечка, куда он забивал гвозди. У него была своя пила, чтобы он что-то мог распилить и так далее. То есть я ему всегда помогал, и он это всегда любил. И он вырос, и он это умеет делать. В нем это начало живет. А как бы вы хотели, чтобы ваш сын вырос умным или добрым? И умным, и добрым. Почему? Объясню. Потому что добрый человек, он должен быть всегда умный. Почему? Я объясню. Потому что доброта такая очень хрупкая вещь. Если ее не уметь защищать внутри себя и не уметь ее защищать от других недобрых, то это все-таки умение нужно, ум нужен. И мне кажется, эти два таких понятия, доброта или ум, в человеке неразделимы. Умный человек должен быть добрым, а добрый должен быть умным. И мы всегда стремимся не к одному, а вот чтобы все это было. А были у вас такие ситуации в жизни, когда вам казалось, что все плохо, а в результате оказалось, что все к лучшему? Ой, да очень часто бывает. Иногда даже вот аранжировку напишешь, так красиво напишешь, она такая замечательная. На фортепиано я ее 3 недели сочинял, продумывал, принес, на хоре пою, а звучит полная фигня. Потом уходишь, понимаешь, что надо что-то поменять. Поменял, пришел, принес, вроде бы получше. И вот это я говорю только о своей профессии. А вообще в жизни нам иногда такие вещи нужны. Вот, скажем, человек вел образ жизни, который был, ну так скажем, все себе позволял. А у него что-то заболело. И он начал заниматься своим здоровьем, он начал понимать, что он должен что-то изменить. И иногда человек, когда начинает болеть, он начинает понимать, как важно и как ценно иметь здоровье, которое тебе досталось от твоих родителей. И когда ты понимаешь это, и ты бережно к себе относишься, ты понимаешь, что то, что с тобой случилось, видимо, случиться должно было еще раньше для того, чтобы ты мог продолжать жить. А какой самый странный комплимент в жизни вы слышали? Ой, странных комплиментов. Мне вообще много говорят комплиментов. Ну, вот последний... Это в честь вашей профессии. Да? Да, это связано с артистической, так скажем, деятельностью. И хвалят, и ругают, это не имеет значения. Самый главный комплимент мне, вот я немножечко похудел, постройнел за последние полгода. Мне говорят, вы бы могли в балете танцевать, как Рудольф Нуриев. Вот это для меня показалось странным. Когда ты весил 100 килограмм, а потом похудел. Вот, и тебе говорят, ты мог в балете танцевать. А вот такой странный вопрос. Что бы вы предпочли? Никогда больше не услышать музыку или потерять умение читать? Сложный вопрос. Ну, мне кажется, умение читать я бы не оставил бы. Читать нужно всегда, без чтения невозможно. Для меня это самое главное. Если я каждый день что-нибудь не почитаю, мне кажется, что-то не хватает. А если я, например, 1 день или 2 дня, или месяц не послушаю музыку, я вполне могу. У меня музыка всегда в голове может звучать. Она у меня иногда даже во сне снится, даже если у меня не будет музыки, скажем, вокруг меня. Вы знаете, наш коллектив часто сравнивают с кораблем, на котором есть талантливая команда, штурман, там есть капитан, есть паруса, и мы летим, уже, как говорится, 85 лет пролетели, летим дальше, видим новые горизонты. Какие у вас творческие планы на будущее, ближайшие? На будущее, я думаю, прежде всего,
сохранить то, что у нас есть, главное. Потому что для меня, как еще не самого опытного, но уже и не начинающего, я понимаю, как важно уметь сохранять то, что до тебя сделали другие люди. Если я смогу немножечко добавить еще что-то, не улучшить, а добавить, время само подскажет, что хорошо, что плохо. И мне кажется, это самое главное, потому что когда ты понимаешь, что хранить, как хранить, для чего, для кого, мне кажется, это самое главное. Да, тут, конечно же, творчество и есть создание всегда нового, потому что если мы не будем создавать новое, тоже плохо. Потому что если не рождается новая музыка, и старая умирает. Это вот однажды такой композитор Анатолий Лопов, он мне ныне покойный, царство ему небесное, он мне как-то сказал, если не будет композиторов, и старой музыки тоже не будет. Потому что вот музыка существует только тогда, когда есть новая музыка. Я думаю, что творческие планы нашего коллектива огромные. Почему? Потому что чем больше изучаешь народное искусство, тем больше понимаешь, сколько в нем еще красоты неизведанной, еще не изученной, которую можно было бы на сцену вытащить, поставить новые постановки. Не просто вытащить, ходить, петь или танцевать, а превратить это в такую концертную, репертуарную программу. Это очень сложно. И мне кажется, наше руководство и все творческие люди, которые связаны с этим, в ансамбле работают в этом направлении. И иногда мы даже забытые старые вытаскиваем по-новому. Это ведь надо всю эту молодежь, которая к нам пришла, они же не знают это как вот старый репертуар, а для них это всегда новый. Публика у нас тоже приходит не всегда, ведь которая вот весь репертуар знает, для них это тоже новое. И мне кажется, тут главное, чтобы актуальность была, то есть то, что полезно, понимаемо сегодняшнему зрителю, и в то же время, чтобы вот эти 85 лет всегда были понятны, что это такая нить, которая связывает прошлое с настоящим и с будущим. И мне кажется, вот пока эта нить не рвется, когда мы знаем первый исток, откуда это появилось, и мне кажется, наш ансамбль будет жить. Психологи установили, что музыкальное исполнение вживую создает для человека хорошее настроение и действует даже на здоровье. Поэтому я рекомендую всем, пойте с нами и будьте здоровы. С нами был заслуженный деятель искусств Татарстана Нияз Гараев.